Первый заместитель председателя парламента Республики Молдова Влад Плохотнюк предложил свое видение решения политического кризиса, в котором Молдова застряла вот уже третий год. На предстоящих выборах парламента республики Влад Плохотнюк предложил, чтобы выборы прошли по одномандатным округам, а это означает следующее. Что вся Молдова делится на 101 округ, избирательный округ, и каждый депутат, каждый из 101 депутатов баллотируется в своем округе. То есть, если сейчас мы этих депутатов не знаем даже в лицо, потому что они идут по спискам партии, то тогда, допустим, Камрад будет выдвигать одного или двух депутатов, и он будет, среди них, естественно, будут альтернативы, и они между собой будут бороться, кто должен получить право быть избранным. Мнения граждан по данному вопросу разделились. Некоторые признались, что их совсем не интересует политика, другие – нейтральны. Но большая часть опрошенных все же склоняется к варианту, предложенному Владом Плохотнюком. Я не знаю, меня не интересует политика. Ну, я не знаю, меня это не интересует, честно скажу. Не знаю, мне вообще-то... Политика – это грязное дело. Как вы считаете, это выход из ситуации? Мне кажется, да, потому что тот депутат, который будет избран в парламент, он будет преследовать интересы своего региона. Таким образом, каждый регион будет получать деньги в ту сферу, где они необходимы. Яркий пример выборов депутатов по одномандатным округам – выборы депутатов Народного собрания Гагаузии. Они избираются именно таким путем. По мнению Леонида Доброва, данный метод позволит решить проблему диктата одной партии. Одной партии он будет ликвидирован, и в результате народ будет в лицо знать тех депутатов, будет иметь право с них требовать и, может быть, даже отзывать. Поэтому эта инициатива сегодня самая оптимальная для того, чтобы прекратить раздор в Молдавии на политической основе. Кто прав, кто не прав, почему не избирается президент. Законодательная инициатива демократов уже зарегистрирована в парламенте Республики Молдова и в ближайшее время будет представлена на обсуждение гражданского общества, членов Альянса за европейскую интеграцию, оппозицию и внепарламентских партий.